Человек, которому я хочу предоставить слово, 25 лет работал муаззином, и поэтому у него двухкратная гарантия получается этого. 8 лет работал заместителем имама, и с 2008 года преподает в медресе. Человек, который своим словом и примером призывает к доброте и красивому нраву. Люди, которые знают, слышат, это заместитель имама центральной джума мечети города Каспийска Фатхуль Ислам Хидирбеков Абдул Хаджи. Аллаху Акбар. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم عباد الله أطيعوا الله رحمكم الله أيها المسلمون уважаемые братья, уважаемые сестры, ассаламу алейкум рахматуллахи та'аля ва баракату. Ну, Махди Хаджи Абидов слишком меня похвалил, конечно. Джазакаллаху хайран. И после такого нашида, который Яхья прочитал, немножко, наверное, сентиментальный, что ли, стал. Старею, значит. Немножко трудно сейчас разговаривать. Баркаллах. Ну, во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел со своими асхабами, вокруг него были асхабы, и асхабы смотрели на пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, ликовали, радовались, что они могут лицезреть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И один асхаб не выдержал, встал и сказал: «Туба лиман раака ва амана бика я Расул Аллах». Счастье тому человеку, который может увидеть пророка, тебя увидеть, уверовать в тебя, о посланник Всевышнего Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему в ответ: «Туба лиман раани ва амана би». Счастье тому человеку, который увидел меня и уверовал в меня. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Туба лиман лам ярани ва амана би». Туба, сумма туба, сумма туба, лиман лам ярани ва амана би. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. О счастье, еще раз счастье, еще раз счастье. 3 раза пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повторил тому человеку, который не смог увидеть меня, не увидел и уверовал в меня. Алхамдулиллах, нас только собрала любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Именно, чтобы прославлять пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы собрались, иншаллах. Дай Аллах нам, чтобы мы были из числа тех людей, о которых тосковал сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, согласно достоверному хадису. Дай Аллах, чтобы мы были не из числа тех людей, когда подойдем к хаузу пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, которым скажет сам великий пророк: «Сухкан, сухкан», скажет: «Вы испортили мою сунну, вы испортили мою религию, отдалитесь от меня, прочь отсюда». Дай Аллах, чтобы мы были вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассаляма, джаннатуль фирдаусил а'ля. Амин. Сегодня, вернее, на днях я наткнулся, можно сказать, лучше даже будет сказать, прочитал статью нашего муфтия Ахмад Хаджи, каддасаллаху сирра. Как сохранить мир в семье. Действительно, я советую, здесь молодых много, советую очень, прочитайте эту статью. Почему? Потому что
В этой статье есть именно ответы на проблемы, которые сегодня возникают у наших молодых. Очень сильно советую. В этой статье есть очень много полезного. И несколько таких моментов перескажу вам. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, был ниспослан, вернее, послан к нам, и он заботился и заботится о нас с вами. Хатта даже сегодня о нас заботится он. Об этом в Коране Аллаху Джалла ва Аля ясно говорит. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Поистине к вам пришел посланник Всевышнего Аллаха. Расуль, посланник пришел из вашей же среды. Это не малайки, не инопланетянин, именно из вашей же среды пришел, которому очень тягостно ваше неверие. Аниттум это означает, когда вы, зная истину, отвергаете. Харисун алейкум, заботится о вас. И очень сильно сострадателен к правоверным и милосердным, пророк Аллаху Джалла ва Аля. Поистине, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, очень большое внимание нам сделал в семье, сохранение мира в семье. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахлихи. Самый лучший из вас тот, который лучший для своей семьи, а я самый лучший для своей семьи. Действительно, если мы поразмыслим, я не буду читать, я своими словами скажу. Поразмыслим сегодня, когда нам исполняется где-то 20-22 года, наши родители идут, сватают самую лучшую девушку, ищут, годами ищут, находят. И в наших глазах эта девушка является самой лучшей, и мы мечтаем создать семью. И когда проходит определенное время, когда рождаются дети, когда наша жена исполняет те вещи, которые вовсе по исламу ей не обязательно, превращается в прачку нашу, кухарку нашу, воспитанницу наших детей. Когда у нас появляется желание взять еще одну, мы находим в ней причины и говорим: о, ты постарела, как ты за собой не ухаживаешь, от тебя пахнет постоянно едой, у тебя кожа сморщена, почему ты не ухаживаешь? Вот такими причинами он пытается оправдаться, чтобы взять вторую жену, молодую. И это не самое главное. Мы же знаем, мы же видим воочию, когда мы обращаемся к женам в таком виде, нередко, она может тоже отпор дать. Азан Аллах, если она скажет, мы же слышим слова, такие слова, которые даже иногда выводят из ислама. Почему Аллах вам разрешил 4, а нам только одного мужа? Это несправедливо. Если скажет, субханаллах, это будет большой крах будет, и ты будешь для этого, или ты будешь виновником этого. Поэтому, братья, если мы хотим вторую жену взять, мы не должны искать недостатки первой жены. Это самая большая ошибка наша. Также очень часто я замечаю, и имамы тоже, как говорится, скажут об этом и подтвердят, наши молодые не любят работать, кормить свою семью. Не часто мы встречаем ахлу закат ахлу, которые являются тунеядцами, абсолютно не хотят работать. Постоянно пульт в руках или постоянно телефон в руках, лазят в интернетах, инстаграмах. Этот человек натуральный тунеядец. По исламу, по исламскому праву ему даже закат не полагается. И его супруга вынуждена, подчеркиваю, вынуждена
ходить на работу, вынуждены где-то пирожки готовить, вынуждены где-то на рынке стоять. Если мы так будем вести себя, братья, это разве сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разве нам перед Всевышним Аллахом и перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям, не будет стыдно на том свете? Мы же знаем, братья мои, самый хороший инфак, расходы свои, это сделанные расходы для своей семьи. Об этом пророк говорит, саллаллаху алейхи вассалям. Я не буду арабский текст читать, потому что очень продлится мое обращение, мой насиха. Свидетельствует достоверный хадис, что самый лучший рубль, который расходует человек, это расход для своей семьи. Недостаточный рассказ во время Умара, радийаллаху та'аля, даже случай можно сказать, когда Умар во время духа, это после восхода солнца до обеда, зашел в мечеть, обнаружил молодых ребят обнаружил в мечети. И он говорит: кто вы такие? Они отвечают: нахну ибад, мы слуги Всевышнего Аллаха. Мы молимся Всевышнему Аллаху, делаем ибада, спим, дальше молимся и так далее. А кто вас кормит, говорит Умар? Они говорят: наши соседи, которые являются купцами там, и так далее, и так далее. Умар асхаб, радийаллаху анху, говорит: Аллахи, эти соседи лучше, чем вы, говорит. И дальше его цитата есть, прочту на арабском, очень красивая цитата. لا يقعدن أحدكم عن طلب رزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. Обращаясь к ним, и говорит он: ни в коем случае ни один человек из вас пусть не ленится в требовании риска, удела своего. И обращаясь к Всевышнему Аллаху: о Аллах, дай мне риски. И зная то время, и зная, что с неба золото и серебро не упадет ему. И дальше прочитал ая из Корана: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله». Когда исполняется молитва, вы расходитесь по земле и ищите из милости Всевышнего Аллаха. И вот так он выгнал этих молодых оттуда. Нередко вот именно халатное отношение, именно в кормлении, обеспечении детей, обеспечении семьи, это является, можно сказать, итогом этого является талак. Это является причиной для развода. И также, братья, хочу еще такое обращение сделать. Давайте, братья, не забудем, что мусульманин должен быть ревнивым по отношению к своей супруге. Где наша ревность сегодня? Ведь ревность – это обязанность мужа по отношению к супруге. Сегодня мы можем свободно сидеть в доме, когда супруга подходит и говорит: я хочу куда-то поехать, за город выехать. Он смело может сказать: позови такси и поезжай. Этим он нарушает законы ислама, отправляя ее без махрама и также заставляя ее уединяться с посторонним человеком. Ведь это начало большого краха, большого греха. Шайтан-то не дремлет, мы знаем. И напоследок, не хочу удлинять, напоследок хочу обратиться именно нашим сестрам. Уважаемые сестры, когда вы выходите замуж второй женой, третьей женой, четвертой женой, не старайтесь быть первой, а потом единственной. Вы поняли, о чем я говорю? Алхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар!